В эфире телеканала «Якутия-24» актуальное интервью. И сегодня поговорим об укреплении материальной базы муниципальных учреждений культуры. А поговорим мы с нашим гостем. У нас в гостях заместитель министра культуры и духовного развития Республики Саха-Якутия Николай Макаров. Николай Афанасьевич, здравствуйте. Здравствуйте. Какова сейчас потребность в республике в строительстве новых зданий для сельских клубов? Особенность системы реализации государственной культурной политики в том, что оно в своем роде уникально. То есть оно разделяется на республиканские, на муниципальные районные уровни, на муниципальные поселенческие уровни. То есть одно другому, согласно Конституции, не подчиняется. Вот эта особенность и подразумевает собой именно особенности финансирования. То есть они подчиняются, согласуются с определенными программами. В настоящее время досуговых учреждений культуры у нас насчитывается 423 по всей республике. Это муниципальные. И, соответственно, их материально-техническая база, укрепление их базы всегда было в углу нашего внимания, и оно всегда являлось проблемным, если так образно говорить. На сегодня 74 из этих учреждений культуры требуют капитальный ремонт. На сегодня и вот такая ситуация у нас вырисовывается по республике. А из каких программ и источников ведется строительство новых зданий и культурно-досуговых учреждений? Традиционно таких программ три. Это в первую очередь программа «Моя Якутия в 21 веке», которая работает с 2001 года. И у нас самая массовая и популярная. Свыше 200 домов культуры на сегодня уже построены с начала 21 века. Также небольшое строительство идет через программы, инвестиционные программы республики, а также через фонд будущих поколений. Но лишь небольшая часть идет строительство через эти программы. Сегодня мы строим 24 дома культуры, 24 муниципальных образованиях. В 2018 году планируем ввести в строй 10 домов культуры. Но образовательные учреждения у нас строятся, сейчас есть практика, да, государственно-частного партнерства, да. Школы строятся. Есть ли такая практика, да, с объектами культуры? Вот эта программа «Моя Якутия в 21 веке» трехуровневое финансирование. Это софинансирование выделяет само поселение, где строится, собственно, этот дом культуры, район, а также республика. То есть, если есть согласование долевого финансирования трех уровней, то оно строится. А насколько отличается ситуация в сельской и городской местностях в плане материально-технической базы и учреждений культуры? Довольно-таки существенный. Если мы отмечаем довольно-таки неплохое, на уровне нашей республики, материально-техническое оснащение промышленных районов, так, Мирнинского, Алданского, Нерюнгринского и так далее, то северной части нашей республики чуть посложнее. И, соответственно, когда мы решаем вопросы финансирования, софинансирования, то эти моменты тоже рассматриваем. Ну а в чем именно разнятся по большей части? То есть это либо состояние зданий, да, либо именно оснащение техническое внутри? Во всем. Допустим, если взять Алданский район или город Нерюнгри, они крупные населенные пункты. То есть, собственно, если город Алдан населенностью 25 тысяч человек, соответственно, им нужны районные дома культуры крупного плана. И, естественно, и оснащаемость, и мощность звука и так далее, все это влияет. То есть, большее финансирование. Нерюнгри то же самое. А вот в северных районах чуть поменьше. А на кого ложатся расходы по эксплуатации домов культуры, культурных учреждений? На сегодня это, я уже говорил, что трехуровневая подчиненность домов культуры, муниципальные на поселенческом уровне, собственно, на поселение, на районном уровне на район, а государственные, соответственно, на республику. А оснащаются ли оборудованием вновь вводимые дома? Даже в самые, так скажем, сложные времена мы их старались оснастить, и эта практика никогда не прекращалась. И до настоящего времени мы их оснащаем.
Уникальность тоже, особенность настоящего времени, то, что уже начали оснащать с федерального бюджета. Работает такая программа «Местный дом культуры», это партийная программа, наверняка слушатели знают. И с 2017 года мы уже начали оснащать федеральной программой, причем очень качественным и таким дорогим оборудованием. В прошлом году мы взяли из федерального бюджета свыше 25 миллионов рублей на эти цели. В этом году чуть больше, более 28 миллионов рублей. А чем они обычно оснащают вот дома культуры? То есть какой-то стандарт определенный, что там обязательно должно быть? Да, естественно. Если взять прошлый год, то в 2017 году довольно-таки мы хорошее внимание уделили Верхнеуральским домам культуры. Да? Был построен районный дом культуры силами самого района, а мы их оснастили всем внешним оборудованием. Это и одежда сцены, и звук, и свет, и кресла, и так далее. То есть через федеральную программу мы оснастили отдельно взятие районный дом культуры. В этом году мы собираемся вложиться, по сравнению с другими районами, Татинский район. Это связано и материально-технической оснащенности самих татинцев, и с юбилеем Платона Алексеевича Уюнского. То есть мы через эти программы будем ремонтировать районные дома культуры, ряд 3 сельские дома культуры, будем оснащать их оборудованием, звуком, светом и креслами. А вот как сильно зависит именно от активности самих работников, да, от работы кадров вот этих домов оснащения? Тут ключевое значение их активность имеет. То есть, когда мы отбираем кандидата на финансирование, мы неизменно смотрим на посещаемость, на внимание со стороны района, поселения, на развитие данного дома культуры. То есть, дом культуры откровенно не должно разваливаться. То есть, в течение ряда лет должно быть вложение на ремонт, на материально-техническую базу и так далее, а также на кадровую составляющую. То есть тут ключевое значение, я повторяюсь, имеет именно внимание, которое в течение ряда лет уделялось к развитию данного дома культуры. А вот ведется какая-то статистика по посещаемости домов культуры, и зависит ли эта посещаемость именно от материально-технической базы? Да, есть у нас дорожная карта, где одним из ключевых направлений является посещаемость. То есть ставятся задачи, муниципальные государственные задания, по которым тот или иной дом культуры должен обеспечить услугами культуры определенное количество жителей. В среднем это примерно 5% жителей республики, но обычно это больше. И, естественно, вот эти показатели, они ложатся на наши отчеты, и, соответственно, принимаются решения и по награждению, и по поощрению. Ежегодно мы выделяем лучшие дома культуры и вручаем им соответствующие награды. Ну, если вот вы затронули лучшие дома культуры, допустим, по итогам прошлого года, кто стали лучшими? Мы их разделяем, дома культуры разделяются на библиотеки, музеи и досуговые дома культуры. И, естественно, мы их выделяем. В прошлом году мы лучшим учреждением культуры, которое больше всех уделяет внимание, неизменно является и Мегин-Хангаласский улус, и Усть-Салданский улус. Вот особенно хочу отметить Усть-Салданский улус. В течение многих лет они очень большие показатели имеют. Ну и Мегин-Хангаласский улус тоже. А каких показателей должны добиться, укрепляя вот материально-техническую базу домов культуры? Кроме посещаемости, мы о ней уже поговорили. В первую очередь, это то, что мы должны работать ради людей. То есть оснащаемость социальных объектов, не только домов культуры, но и всех остальных, школ, детсадов и так далее, должно быть на высоте. Это влияет на развитие духовности, если так можно сказать, самого населения. То есть, если человек посещает качественные мероприятия в качественном, удобном, уютном объекте, это неизменно влияет на мировоззрение, на развитие и подрастающего поколения, да и взрослого поколения тоже. Поэтому наши объекты должны быть обеспечиваться качественным звуком, удобными креслами, должно быть тепло, зимой тепло, летом прохладно и так далее. Мы стараемся к этому и стремимся к этому. А часто ли проводятся ремонты? Смотря по муниципальным образованиям. То есть у нас свыше 440 домов культуры, 440 муниципальных образований. И, естественно, главы
от глав отличаются тем, насколько они внимательно относятся к учреждению, своему учреждению культуры. И очень большие разницы. А какие нововведения ожидаются вот в сфере реализации государственной и культурной политики на местах? Мы последнее время, не последнее время, а последние годы Министерство культуры и духовного развития ратует за централизацию государственного учреждения, муниципального учреждения культуры. Естественно, то, что разбитость вот этих направлений, то есть государственный, районный уровень, поселенческий уровень, влияет на реализацию государственной культурной политики. Естественно, когда решение принимается сверху, не всегда оперативно достигает каждого работника культуры отдельности. Соответственно, нам нужна централизация. Соответствующее поручение мы получаем и уже думаем над тем, как бы нам построить единую систему. То есть, как это получается? Не всех подчинить государственным учреждениям культуры и Министерству культуры, а, допустим, некоторую часть полномочий поселений передать районным домам культуры. Кстати, районные дома культуры, они в настоящее время в большинстве своем подчиняются поселениям. То есть районный дом культуры, когда подчиняется поселению, довольно-таки сложно централизовать и вести методическую работу с поселениями. И решать кадровые вопросы в том числе. Особенно кадровые вопросы. То есть сейчас как бы задача на централизацию такая небольшая стоит, стремление к ней. Осторожная, не спеша политика на централизацию. Вот, Николай Афанасьевич, самым крупным культурно-массовым событием этого года, ну, даже можно сказать, наверное, словом ивент, да, как сейчас модно говорить, это стал эссе Халанхова в Алдане. Вот какие главные выводы и итоги сделаны после его проведения? Проведение эссе Халанхова в одном из промышленных центров нашей республики, самой южной точки, стал для нас огромным опытом. И очень положительным, приятным опытом, когда мы вложились в течение 1,5 лет в развитие культуры, духовности отдельно взятого промышленного района. Соответственно, за эти годы мы очень большое внимание уделили и развитию коллективов, оснащению их материальной базы. Допустим, в течение этого времени нам удалось оснастить оборудование ряд объектов культуры Алданского района. И, естественно, то, что когда мы уделяем внимание к этому направлению, уделяется внимание и со стороны самих промышленников и самого района. Так что опыт очень богатый, положительный. И нам очень бы хотелось, чтобы в последующее время мы больше времени уделяли промышленным нашим районам. Ленск, Нерюнгри. Я лично был бы очень и очень рад. Николай Афанасьевич, спасибо большое, что пришли в нашу студию, ответили на наши вопросы. Я желаю вам удачи в вашей работе. И напоминаю, что это было актуальное интервью. Оставайтесь с нами.